Также я хотел коротко остановиться на убийстве Эльмурзаева Юсупа. У нас о погибших плохо говорить не принято, кем бы они ни были, но в любом случае, если уже кого-то убивать, то до Эльмурзаева Юсупа у нас очень много таких кандидатов, национал-предателей, а конкретно Эльмурзаев действием ничего особенного в ущерб нашей республике, нашему народу и не сделал. Это тоже один из методов провокационной работы России, в котором в первую очередь сейчас заправляет Заугаев. Я не знаю, что это за государство, если какой-то элементарно один клан, в данном случае Заугаевский, может управлять всей политикой России и влиять на судьбу целой России, то что это за государство, я не знаю. Проблему, то есть тему провокации с убийствами, в том числе Эльмурзаева. Я вам скажу, что Эльмурзаев был человеком, который открыто демонстрировал свою приверженность национальной и государственной независимости чеченского народа. Единственное его расхождение с нами было в том, что он говорил, что у него есть несколько иные методы и пути. Все это с его взгляды зафиксированы его телевыступления, которые практически каждый день проходили у Урус-Мартане. Они зафиксированы в его газетных выступлениях, в газете особенно «Маршу», которая издавалась в Урус-Мартане, издается. Он с прошлого года, с начала войны, сотрудничал с нами через конкретных лиц того же региона. Я раскрываю вам некоторые тайны. И у нас с ним была договоренность, которую он выполнял очень аккуратно. Договоренность о том, что этот регион не будут допускаться российские войска, что он обеспечит нам там зону. Все это делалось, и Заугаев это понял в последнее время, когда он начал отвергать его предложение на то, чтобы он поддержал его. Заугаевский прием, примененный в этой провокации, это прием, отработанный КГБ еще в 30-х годах с Кировым, когда Сталин убивает Кирова, потом его возносит до полубога и на этом укрепляет свои позиции. Здесь абсолютно аналогичный прием. Чеченцы никогда, которые имели какую-то неприязнь с Эльмурзаеву, не допустили бы, чтобы им расстрелять невинных еще 3 человек, которым не имели отношения. Чеченцы могли бы, если хотели, например, ликвидировать Юсупа или кого-то другого, это делать за все эти 1,5 с лишним года войны, по крайней мере. Но я вам опять повторяю, Эльмурзаев сделал очень много для того, чтобы считать его человеком, который стоит на пути независимости чеченского народа. Конечно, наши политические симпатии, антипатии нас несколько поставили не в единый строй, и только это было между нами. Факт, что Эльмурзаев не мог быть убит нашими ни при каких обстоятельствах. Вот что в прошлом году, в декабре, когда наши подразделения заняли Урус-Мартан, чтобы не допустить там выборы, администрация Эльмурзаева не была тронута по решению командования, по достигнутому. Это все тайны для того, чтобы стало явным преступлением Заугаева. Это то же самое Заугаев сотворил и с Бесланом Гантемировым, который продемонстрировал неприязнь тем методом, которым Заугаев прибегает. Заугаев, который нас, возможно, ненавидел до этого, то есть Гантемиров, понял, как далеко в своем преступлении перед своим народом он ушел и решил стать строем. После этого его и упрятали в Москве.
точно так же сделали с Юсупом Эльмурзаевым. Кроме того, не только убили, это настолько грязно, заугаевские методы, настолько грязно, что он убивает его, потом приклеивает к нему ярлык национал-предатель, присваивая ему звание Героя России. Но это надо настолько быть изощренным, чтобы вот так поступать с человеком. А как таким людям, которых Россия награждала за свои услуги по предательству своего народа, как к нему относится поколение чеченцев? Юсуп, как историк, знал лучше всех. И так как и историк, как человек, выходец из рода одного из таких легендарных чеченцев, как Исмаили Дуде. Он писал об этом в своем предке. Книга у него выходила. Так что тут совсем другая ситуация, и я хочу, чтобы вы правильно осуществили эту ситуацию. Тут очень грязные провокации. Ну, надо ожидать, что эти провокации будут продолжаться. Я просто совершаю, скажу, что нас на своем пути не остановят ни провокации, ни войны, ни бомбардировки, ничего. Но мы хотим решать свои проблемы своего народа, государства мирным политическим путем. Если только нам это будет позволять ситуация, мы будем решать их только политическим, только мирным путем. И будем добиваться, чтобы противная сторона придерживалась этих путей и методов. И мы хотели, чтобы для мирового сообщества и мировой общественности был донесен этот взгляд наш. Это наша позиция. Спасибо. Так, все тогда, да? Тогда мы на этом пресс-конференцию заканчиваем. Большое спасибо. Все могут быть свободны.